Добрый день, приветствую гостей и подписчиков канала Прогресс Авто на очередном обзоре. Сегодня у нас мини-трактор Kubota GL 265 с погрузчиком и фрезой. Полный привод, естественно, и полный набор функций. Начнем с шин. Как обычно, покажу, что в состоянии они достаточно неплохом. Передние у нас здесь близки к новым, то есть износ очень небольшой, очень приличный остаток. Задние потерты чуть больше, соответственно, остаточек у нас здесь небольшой. Но, тем не менее, работать еще буду достаточно долго. Сразу по навесному. Навесное трехточечное с наличием гидрорегулировочного цилиндра, то есть, соответственно, регулирует он наклон горизонтальный. Быстрый съем на фрезе также есть. Ориентировочная ширина 1,70 м. Хотелось бы думать. Ножи. Достаточно хороший остаток у ножей, то есть здесь близки они к новым. Сразу же давайте расскажем по функциям. По левой стороне у нас что можно найти? Это раздатка, два ряда раздатки, плюс, соответственно, коробка переключения передач основная. Здесь же у нас включается быстрый разворот. Все это здесь есть. Реверс, рычаг реверса также на месте. Еще очень удобно, что на данном тракторе на вал отбора мощности, кроме 4 передач вперед, присутствует также передача задняя, реверсивная. Соответственно, очень удобно им пользоваться. Если, не дай бог, что-то намоталось на фрезу, какие-то есть потребность размотать что-то в обратную сторону, то без проблем задняя передача есть. Шина задняя правая, аналогично левой по состоянию. Шина передняя правая, также близка к новой. По правой стороне от водителя у нас здесь полный набор регулировок навесного оборудования, гидронаклон, все виды регулировок по гидронаклону и по его работе, и плюс, соответственно, положение фрезы. Здесь же рычаг управления установочкой, дополнительная кнопка. Чуть позже покажем, что она делает и зачем она здесь нужна. Ну а пока запустим трактор. Попробуем отжаться. И на этом подытожим. Естественно, гидроусилитель руля. Все на месте здесь. Работа. Слева у нас здесь выхлопная труба. Я думаю, что видно, никаких вопросов нет. 2500 оборотов. Фактически максимальные обороты этого трактора. Никаких напрягов с выхлопом. Давайте поставим 1000, прямо холостой ход, и попробуем отжаться. Ну, я думаю, что видно, без проблем абсолютно этот трактор делает. Колеса, естественно, висят. Здесь никаких вопросов к трактору нет. Напомню, на 1000 оборотов, то есть вообще легчайше отжимается. Состояние гидронасоса вопросов не вызывает. Собственно, естественно, вся установочка во всем своем диапазоне работает прекрасно. Гидроцилиндры все целые, гидролинии сухие. Сейчас небольшая пауза, и вернемся к вам уже непосредственно с объяснением, для чего же нужна кнопочка на установке. Так, продолжим. Вот на такую вот штуку меняется наш ковш. Это захват гидравлический с собственным гидроцилиндром. Здесь он подключается. И вот гидроцилиндрик. Давай пошевели, пожалуйста. Естественно, так же как ковш, он шевелится весь. И можно что-нибудь хватать. Соответственно, если это будет нога, то он ее съест. Все это приводится в действие гидравликой, то есть достаточно хорошая сила сжатия. Поэтому можно что-нибудь перевозить, бумагу, бочки, все что угодно можно им брать. Такой вот захватик. Напомню, что управляется он отдельно при помощи кнопочки, которая расположена на установке. И так вот он выглядит. Поэтому будем рады, если кому-то пригодится компания Прогресс Авто. Приезжайте. Всего доброго.